Здравствуйте, Мируэрт. Сегодня мы в гостях у Департамента экономических расследований по Алматинской области. И вот с нами прекрасный представитель Мируэрт Еркен КЗ. И у нас есть несколько очень актуальных вопросов. Несмотря на то, что проект stoppyramida.kz предупреждал казахстанцев о том, что есть такой проект Boxy Wheels, у которого есть явные признаки финансовой пирамиды, многие все равно вложились, и эта пирамида упала, а казахстанцы остались, понятное дело, многие без денег. Что им нужно предпринимать вот в настоящее время? Здравствуйте, Юрий. Благодарим за проводимую вами работу. Тут в части Boxy Wheels хотелось бы сообщить, если уже граждане вложили средства, необходимо обратиться, возможно, через ЮТНЭШ, либо через наш телеграм-бот AFM Insider или через колл-центр 1458. Должны обратиться в региональные департаменты экономических расследований, либо в агентство по финансовому мониторингу. Уже дальше с ними уже будет проводиться работа. В случае подтверждения причинения ущерба будет зарегистрировано уголовное дело. Мы специально для этого вот укажем ссылки, укажем все адреса и контакты, чтобы вы проходили только по официальным каналам связи. А что нужно прикладывать вот к таким заявлениям? Что казахстанцы должны приложить в виде обоснования ущерба? Ну, к заявлению обязательно должны приложить подтверждающие чеки, либо переводы, скрины, если есть вот переписки, если им предоставлялся какой-либо договор, либо какой-либо документ, подтверждающий то, что они на самом деле вложили средства, вот, документы должны приложить. И если имеются контактные данные лиц, с которыми они связывались, либо организаторов этой деятельности, также это все приветствуется и облегчит работу органов экономических расследований службы. А вообще физически нужно приходить вот по месту расположения департаментов экономических расследований или все можно удаленно сделать? Для обращения не обязательно являться физически, можно обратиться, вот, выше упомянула, да, средства связи, через них возможно обратиться, но уже для признания их потерпевшими, для проведения следственных действий все-таки будет необходимо явиться. Но если все-таки дело расследуется другим департаментами экономических расследований, в том случае уже возможно там направление поручения по месту жительства потерпевших и уже дать показания, передать оригиналы документов по месту жительства. Итак, дорогие подписчики, уважаемые казахстанцы, обращаемся только в Департаменты экономических расследований. Никакие объявления о возврате средств из Boxy Wheels, которых огромное количество сейчас в интернете, в том числе под нашим логотипом, все это игнорируйте. Весь возврат, все претензии, все гражданские иски только через официальные каналы связи и только через Департамент экономических расследований. На сегодняшний день мы наблюдаем большое количество чатов, ну, в частности в Telegram, где ведется обсуждение вот этой вот ситуации с падением Boxy Wheels. И казахстанцы туда скидывают свои персональные данные, скидывают туда скриншоты о проведенных платежах и переводах. Вот насколько это может быть опасно с точки зрения раскрытия данных? Да, это все-таки на самом деле большая проблема. Не стоит предъявлять свои личные данные, тем более в чатах. Это общедоступное получается. Любой сидящий гражданин в этом чате может использовать не в благих целях эту информацию. Вы тогда уже не только по финансовой пирамиде уже будете потерпевшими, можете уже оказаться и потерпевшим других мошеннических схем. Так что такие личные данные предоставляете лишь вот, в данном случае Департаментом экономических расследований уже для
проведения следственных действий. И вот хотелось бы подытожить, от чего можно предостеречь вот, казахстанцев, которые пострадали от Boxy Wheels, вот что им точно не нужно делать, вот, помимо распространения своей персональной информации? Но не стоит ждать, пока, да, в случае там организаторы могут вам обещать, что все-таки деньги вернутся, пока проводятся проверочные мероприятия. Если обратитесь с заявлением, то тогда вообще деньги могут не вернуться. Вот этим обещаниям не стоит доверять. Также не стоит доверять вот, всяким рассылкам. Этим случаем, да, все-таки пытаются воспользоваться лжеюристы, которые обещают вернуть вложенные средства. Хотим напомнить, что средства могут вам вернуть только после окончания дела, по решению суда, либо, если в случае возмещения организаторами ущерба, только по окончанию уголовного дела. Да, вот это очень важный вопрос, потому что рекламы такого рода, особенно после падения Boxy Wheels, мы в социальных сетях видим много. С вами свяжутся, возьмут ваши персональные данные, потом предоставят вам фальшивые документы, что якобы ваши деньги найдены на какой-то карте, на каком-то счете, либо на какой-то криптобирже, на криптокошельке. Вам будут рассказывать про финансовых регуляторов всего мира. Это никак не связано на самом деле с работой Департамента экономических расследований и, конечно же, никак не будет связано с возвратом денег. Это все связано с дополнительным отъемом у вас денег через обман. Поэтому все люди, которые пытаются сейчас вернуть через неофициальные пути или через вот такую вот рекламу и платят за это, они дополнительно понесут убытки. Будьте, пожалуйста, аккуратны. И еще раз большое вам спасибо за подробные разъяснения. Всего вам хорошего, успехов в вашей работе.